В этом году компании Arctic Color исполняется 20 лет. Свою деятельность они начали с республики, позже расширив производство и поставляя свой товар уже в другие регионы страны. Санкции, по словам руководителей предприятия, закрыли для них дорогу к зарубежному сырью. Но есть отечественная альтернатива, поэтому особых проблем с производством компания сейчас не испытывает. Ищем замены в России на рынке и в Китае. Производство лакокраски – это более 20 компонентов. Да, у нас, в принципе, в основном это российское. Но есть тоже также добавки, которые были из Европы, мы ищем уже из Китая. Мы мало зависим от курса доллара, да, там часть какого-то сырья, конечно, зависит, но в основном мы сами производим и российское. И здесь мы сами производим, из-за этого у нас стоимости выдерживаем. Несмотря на огромный рынок сбыта по всей стране, в штате у компании числится всего 7 сотрудников, считая руководителей предприятия. А уже совсем скоро Arctic Color откроет цех и в Новосибирске, расширив производство. В сегменте премиум у нас уже мало конкуренции, и у нас есть уже в плане, да, вот очень быстро выйти в розницу по России. У нас есть цех в Москве и открываем в городе Новосибирск, чтобы взять вот сибирскую часть, получается, вот России, центральную часть. Тем не менее, сдержать увеличение цен на продукцию компании не удалось. Однако здесь, вопреки прогнозам, стоимость увеличилась лишь на 30%. Сегодня это необходимая антикризисная мера, к которой прибегли большинство местных предпринимателей. Сарглана Неустроева, Александр Колмогоров, Якутск.